Прывітанне, як трэба вітацца? Heavy metal? У кожну хату. Што жонка сказала на твою ідэю сумасбродную? Вести в президентскую гонку кандидата, это для яе, можно так сказать, некий шок. Перебор. Перебор. Я сяжу, гляжу на тебе і думаю, што не так з беларускім палітыкумам, з беларускай увогуле там вот супольнасцю і палітычнай сферай жыцця, калі ў прэзідэнты папёрся металіст. Я пришел до такой высновы, что национальной идеи на дадзены момент за 26 год яе нема. На жаль, нема. Чаму? Потому что люди у нас так атрымалася, что не знайшлі тое, что называется аб'яднанне, супольнасць, дзяржаўнасць і культура, і яе просто не існуе. Каб аб'яднаць гэтае ўсё, што я сказал, гэта павінна быць тая культура, якая бы аб'яднала нас усіх, розных палітычных момантаў, грамадскіх, сацыяльных і культурніцкіх. Я яшчэ упершыню вырашыў перайсці на рускую мову. З табой я заўсёды па-беларуску размаўляў і з усімі размаўляю, з тымі, з кім размаўляюць мае сябры і гэтак далей. Каб все ж таки неяк свае гэтыя домыслы данесці да людзей усіх. Гэта нацыянальная ідэя, хай яна будзе трошкі зараз па-руску. Здарылася страшнае. Таболіч не толькі вырашыў паспрабаваць сябе на прэзідэнта, але і вырашыў перайсці на рускую мову. Мяне ўспрымаюць як фрыкам, так? Многія пішуць, гэта там кшталту Зеленскі. Я читаю, гляжу. Але все ж таки ты сам зразумей, я іду ад творчай інтэлігенцыі. І каб грамотна падаць усе свае думкі, трэба грамотна все ж таки рассказать, чаму. Ты сказал, я иду от творчей интеллигенции. Творчая интеллигенция пришла и дала тебе мандат и сказала, на, Таболіч, иди. Конечно, а чаму не? Ёсць вельмі шмат прыкладаў, увогуле, вельмі шмат прыкладаў сусветнай практыкі, дзе... Не-не-не, мы зараз не про прыклады, мы зараз про мандат от творчай супольнасці Беларусі. Тыя 116 чалавек, якія са мной мяне вылучылі, можна так, ініцыятыўная кампанія. Гэта музыкі, гэта мастакі, гэта паэты і, можна так сказаць, прамоўтары беларускія, якія реально, сказалі, давай, Таболіч, рабі. Яны вырашылі адправіць цябе, таму што ў іх няма сіл больш трываць тое, што у сферы культуры, можа быць, нават калі ёсць такая сфера інтэлігентнасці, ўсяго астатняга, няма сіл трываць, што адбываецца. Яны сказалі, Таболіч, ідзі паспрабуй, можа, выправіш. Давай я паспрабую по-руску все ж таки поразмовлять. Смысл в чем? У нас интеллигенция то же самое очень разношерстная. И белорусская даже элита, которая на данный момент существует в обществе, она не знает, куда идти, с чем идти. Потому что им, белорусам, а именно альтернативной тусовки, не дают развития в этой же нашей стране. Как-то я разговаривал делал перманентный макияж с министерства девушки, и мы начали разговор. Я говорю, вот у нас же есть группы, которые как Староольца, как Троица. Я говорю, почему эти группы за столько времени не стали заслуженными, народными? Она говорит, а они не наши. То есть, я говорю, в плане не наши. Она говорит, типа, потому что они не при ДК, не при власти, и при ком-то должны быть. Я говорю, это странно. Тут же старый Ольса объездил
173 концерта вроде в Америке, в фестивалях участвовали во всех мировых. И их как бы государство это не наше. То есть почему такой кризис пришел в нашем сознании, в белорусской ментальности? Мы должны все-таки выходить на какой-то новый уровень, коль у нас появился туризм, коль у нас появились какие-то, можно сказать, более европейские понятия красоты. Вот, посмотреть, говорят, чистый Минск, чистая Беларусь, такие радостные люди, то есть они очень такие хорошие, ментальность хорошая. Почему у нас так все происходит, что в каком-то находится занепаде? Потому что у нас нету в верхах, в политичных верхах, людей, которые могли бы указать какой-то альтернативный путь развития нашего государства. И чиновники, они, в принципе, как это есть такая поговорка, как любая альтернатива – это наказуемо. Они не привыкли делать какие-то новые шаги вперед. И это самая главная ошибка вообще в нашей практике. То есть это я говорю про искусство. В принципе, я как бы более не лезу как бы в какие-то политические интриги, там, в политику или экономику, потому что я, в принципе, в этом не понимаю. Я понимаю больше в том, в чем, как говорится, столько лет созидал. Вот. И, на мой взгляд, самая лучшая позиция – это все-таки через культуру, через язык, через традиции, через все то, что, как говорится, есть хорошего в белорусском народе, привносить в нашу общественную тусовку, то есть чтобы все это развивалось, чтобы белорусы не хотели уехать с Беларуси, жить там в Польше, там, в Литве, то есть эмигрировать, да, или там в Россию. Они должны, наоборот, здесь сплоченно жить, радоваться и созидать, чтобы с гордостью можно было встретить там белоруса где-нибудь и сказать: ты белорус, я белорус, класс, там, типа, в Америке, в Москве, везде. То есть белорус должен гордо звучать слово. Я как бы вижу вообще Беларусь, это как в каком-то смысле Исландия, Швейцария. То есть такая маленькая страна для туризма, для созидания и позитива. Вот это мое мнение. И чтобы у нас больше было все-таки обращена вся политическая деятельность на культурные некие проекты во всех сферах жизни. Потому что, в принципе, если брать экономический подход, то есть у нас нету ни моря, у нас нету, мы все время в каких-то кредитах живем. А чтобы люди ехали, туризм – это очень крутая тема. Для того, чтобы было много инвестиций и развития частного, можно сказать, такого бизнеса, это, конечно, надо привлекать инвесторов и привлекать туризм. Мы в центре все-таки находимся Европы, и к нам могут ездить со всех стран. Мы должны делиться этой культурой со всеми. И более еще скажу, вот многие кандидаты, которые, интересно было посмотреть со стороны на них, никто, в принципе, не говорит про то, что у нас в Беларуси хорошего есть. Очень много негатива, да? То есть через какой-то вот это негатив. Я понимаю, политическая борьба, как она таковая. Но надо иногда даже думать про то, что у нас хорошее, и что надо хорошее развивать дальше. Как содействовать тому, чтобы у нас молодежь, потому что я ставку делаю прежде всего на молодежь, потому что альтернатива, она и есть молодежная. До речі, який твой лозунг компанії? У меня лозунг был... Металл у кожный дом, я ведаю. Металл у кожный дом, кандидат по стёбу, по хайпу, по приколу, да. Але гэта ад этого я хочу трошки адысці, тому что, прикольно, все прикольно. Это было прикольно, спонтанно, и калі мы уже, як кажуць, вылучыліся, і я выйшаў, так трэба уже не по приколу ісці далей. Ты прыгадаў Ісландыю, мэрам Рэкьявіка у часы, калі краіна і сам Рэкьявік былі ў вялікім крызісе эканамічным і ў заняпадзе, стаў комік Ён Гнар. Тады казалі пра тое, што ва ўладу прыйшлі панкі і анархісты.
І гэтыя панкі анархісты, гэтыя фрыкі, яны вывели из крызіса Рэк'явік і усю краіну. То есть Йонгнар стаў фактычна, як мэр Рэк'явіка, другім чалавекам у краіне. А вот ты шмат кажаш про тое, что культура, там вот інтэлігентнасць, развіццё, вот гэтай вот все там адраджэнне, спадчына, мова. Я разумею, але все кажуць про тое, что давайте спачатку шкварку, а потым ужо і песню пасля чаркі. Есть такой момент, что зачем мне разбираться в экономике так таковой, если я могу нанять того же Бабарыку или Цкала, да, которые в этом всегда жили и разбирались. И я как нанятый... Чалага. А? Чалага. Да, хоть за кого. Просто тут реально понятие, что человек, в принципе, он должен заниматься развитием Беларуси во всех его критериях. Есть хорошие менеджеры, которые умеют управлять, управленцы. Да? Беларусь, она по себе такая, как мягкотелая. Да? К таким сильным конфронтациям, как в 2010 году, я не уверен, что народ хочет каких-то военных и там, политических революций. Вот культурная революция, если произошла у нас, культурная, вот поменять социум с советской такой эпохи, которая до сих пор существует, подспевает, как говорится, молодежь, которая мыслит совсем по-другому, которая любит хип-хоп, там это, они там серьги, татуировки, ну, я же, в принципе, оттуда, да, то есть с этой тусовки, которая все, видно, что люди совсем по-другому мыслят, они не живут пионерами, там, БРСМами, это все, ну, это создано... Это пшик, то есть это совсем другая система, совсем другие уровни. То есть люди, конечно, уже развиваются в другой, в другой направленности. И я думаю, что те вот как бы за нами, то есть за мной, там, уже, которым по 18-20 лет, 25, они уже вообще совсем другие. Они айтишники, они там хакеры, я не знаю, кто они там угодно, да, то есть они в интернете, они там блогеры, они там все, вот, кстати, почему и Тихановский блогер, да, ну откуда он взялся? Я, например, честно говоря, ну, никогда не интересовался так таковыми блогерами. То есть у него там 200 тысяч подписчиков, к примеру, да. Но есть же блогеры в Беларуси, которые имеют и по миллиону, ну или около миллиона. Про них никто ничего не говорит. И их смотрят, там, молодежь поддерживает. То есть есть политические блогеры, а есть культурные. Калі ты вот нават раптоўна вырашыў паспрабаваць сябе ў гэтай кампаніі, як сказаў Лукашенко, вылез з-пад плінтуса, увязаўся ў гэтую кампанію. Ты ж павінен быў вылезшы з-пад плінтуса нейкую ўсё ж таки накрапаць праграму. Не можаш нават прэтэндэнт у кандыдаты не мець нейкай праграмы, з якой пойдзе да народа. У меня самая главная это позиция, это парламентская республика. То есть пусть и президент так таковой фактически существует как лицо государства, или канцлер, или даже Радзивилл, я так утрированно тоже говорю. Но... Вернем короля Беларуси. Да. Кстати, тоже хорошая идея. Почему не вернуть? Надо Александр Рыгорович. Беларусь должна быть мощной, она должна быть альтернативной, она должна быть позитивной, она должна дружить со всеми своими соседями, не ругаться, ни туда и ни туда не штурхаться. Она должна быть такая мощная коалиция своего. Потому что если этого не будет, то мы, ну, грубо говоря, не народ. А программа будет тогда, когда я наберу 100 тысяч голосов. Потому что сейчас программу озвучивать нельзя. Я спытаўся, ці ёсць яна ў Она цябе? есть. Ну, то есть, я ее уже как бы формирую конкретно. Но я еще раз говорю, что я за парламентскую республику, за то, чтобы больше было не назначенцев так таковых, а все-таки выборы. Чтобы у нас были выборы, честные выборы. Чтобы пришел во власть, и ты отвечаешь за то, что ты сказал. То есть каждый депутат, каждый, ну, кто там в парламенте сидит, он должен отвечать за свою деятельность. У нас ответственность они не несут, то есть, потому что они назначены. Но это как оно есть, так и есть. Я говорю, как оно есть.
А должны быть конкретные выборы, что человек выбрался. Там в Министерстве культуры, пожалуйста, надо, чтобы министерство делало отчет по тому, что они провели. То есть, получается, у нас инициаторы, даже я больше скажу, я еще раз повторяюсь про фестивальное, например, движение. Инициаторы фестивальных движений в Беларуси – это частники. Ну, самые крупные, хорошие фестивали, которые проходят в Беларуси, ну, кроме Славянского базара, не государственные, они сделаны частниками. То есть, вот именно надо таких людей назначать, которые умеют это делать. И делают это хорошо. То есть, вот ты все ж таки падыходзіш до того, что там вот кіраўніку краіны по вялікаму рахунку не трэба не абавязкова, скажем так, ведаць, колькі на сёння каштуе там барель нафты, які золотовалютный резерв. Ну, вот нет, он должен во все вникать, но этим заниматься должны те люди, которые работают на государство. Они должны отвечать как бы каждый за свою сферу деятельности. То есть, они должны делать и отчитываться. А чем я хуже, там, я не буду говорить имена, не хочу... Нет уж говори, говори. Ладно, чем я хуже там Законопатскую, да? Вот люди идут в политику, и вот пусть по онлайн даже голосованию, там на Тутбае, там 70, сколько там, я не знаю, тысяч проголосовало людей, вроде бы так, или 25, или не помню. В общем, не смысл. То есть, я не нахожусь на последнем каком-то уровне с этой голосовалки. Я где-то нахожусь посередине, да? Почему? Потому что, в принципе, наши политиканты, то есть, ну, которые там или с оппозиции, или вообще там, или провластные структуры, они никому не интересны. Почему сейчас очень много появилось лидеров в этой вот движухе? Тот же блогер, да, или там Бабарыка, они люди уже как бы не прошлого, а не настоящего. Там очень много, кстати, бизнесменов, то есть идут в политику, да, людей как бы не политиков. И это главная тенденция сегодняшней как бы Беларуси, то, что уже надоело жить просто лозунгами. Пытанне паглыблення інтэграцыі з Расіяй, 31-й дарожнай мапы. Вот твоё бачанне, як с этой ситуацией мусіць Беларусь, кіраўніцтва Беларусі спраўляцца? Як позиция твоя вот по Моя этому позиция: не надо нам быть зависимым от кого-либо. К сожалению, сейчас, на данный момент, конечно, очень много в политическом и экономическом плане, мы даже в экономическом больше, зависим там от России, там, от Китая, от там, кредитов, от МВФ. И это печально. То есть, я не знаю, что конкретно какие-то надо шаги сделать для того, чтобы все-таки быть самостоятельным народом, да. Но это проблема. Эта проблема, кстати, ну, видна. То есть, что очень как бы мы стали в таком, знаешь, как это, на какой-то грани находимся. Это, ну, глубокий такой надо делать анализ всего происходящего, как из этого тупика выходить. Скажем, прайшло галасаванне, Таболіч перакананы, што за яго прагаласавала там 25% ад усіх выбаршчыкаў, а яму пішуць 0,2%. Як ты будешь бараніць галасы свае? Я бараню, як кажуць, усе галасы, але я больш бараню это людзей, каб яны не былі, ведаеш, як тебе сказаць, подставляць іх просто... Ну, вот была ситуация в 2010 году, я памятаю, когда просто, ну, я не ведаю, что это адбылося. Мне вельмі крыўдна, что наколькі там на 10 год у нас, ведаеш, палітычны рух знік. Верыш, что сумленна лічыць усе галасы? Я не верю. Значыцца, ты не верыш у тое, что галасы лічаць сумленна? Я не верю. Ты не будешь, не ведаешь, по крайней мере, и не плануешь никаким чином бараніць галасы, якія за тебе аддадзены. Навошта ісці на выборы, калі нема сумленнага падліку? Я раблю, перш-наперш, раблю тое, что хочется штосьці змяніць, хочется, каб люди проголосовали за мяне и вылучыцца туды далей. Як там будзе развіццё, гэта уже по ситуации будем глядеть. Але на дадзены момент, конечно, я не верю в выборы, ну, чистые, кажут, прозрачные. Не верю.
Нема у меня этого. Таким чынам твоя асноўная мэта это просто такі стварыць варушняк, просто можа быть вывести да палітычнай актыўнасці тую частку людзей, якія ніколі гэтай палітыкай не цікавіліся. Чаму у меня цікавасць да гэтых выбараў? Таму што перш-наперш я ж тебе кажу, што я не ўбачыў альтэрнатыўных кандыдатаў, якія змагаюцца менавіта за Беларусь, за беларускія каштоўнасці, за сваю традыцыю, сваю адметнасць. Ніводны не сказал пра тое, што вот я зараз на тебе прыклад прывёў. Так? Ніхто з іх пакуль гэтым не займаецца. Палітыканстваў у нас вельмі шмат. Як кажуць, рэвалюцыянераў вельмі шмат. Пафігістаў, ну, можа, такіх лайтовых людзей таксама шмат. Але з нейкай не апазіцыйнай падыходам, а пазітыўным падыходам іх няма. Добра, да цябе зараз прыходзяць і кажуць: Таболіч, не муці ты ваду, здымайся з выбарам, зараз усё адно будзем урад увесь здымаць, калі новы будзем прызначаць, цябе прызначым міністрам культуры. Рабі сваю справу, вводь сваю альтэрнатыву. Міністрам культуры. Да. А чаму і не? З аднаго боку, можа быць, гэта і будзе новы падыход да канкрэтнай падзеі. Да? З другого боку, як гэта працуе? Ну, адзін Таболіч – это нічога. Калі это будзе нармальныя, вось, я кажу, выбары, а не... Ведаеш, адзін чалавек нічога ў такой сістэме не мяняе. Ну, ты зразумей, адзін чалавек не мяняе. Калі дадуць магчымасць рабіць і мяняць тут, у краіне, я за. Вот реально, я за. Я хочу что-то менять тут, в Украине. Свой падыход, своя праграма, як ты кажаш. Чаму і не? Калі это дадуць, да, я буду вот таким же альтэрнативщиком и буду на славянском базаре Металлику хочу запросить, AC/DC, как бы все здзівілись, блин, белорусы, да. А грошы дзе ты возьмеш аплаціць сусветны ўзор? Колькі каштуе Металлика? Бабарыкі попрошу. Бабарыкі попрошу. Бабарыка. Ты ж мецэнат у нас. Ну, падтрымай ты штосьці такое, что тебе... А не то, вон, амерыканачка, там месцы свабодныя ёсць, да? Не, ну, я вот читал про яго. Он мецэнат. Чему не падтрымае ініцыятыву? Скажи, я не хочу. И он скажет, не хочу. Да, не хочу. Я меценат, я готовы там заплатить, но я не хочу ваших металликов, я хочу Леди Гагу. Ну, так хай хоть Леди Гагу запросит. Ну, это же так само, ну, будет... Альтернатива. Альтернатива. Ну, не Пугачев уже с Киркоровым. Добра, коротко. Та самая. Мова. Якая? Державная. Державная белорусская. Символика. Бело-червоно-белый стяг и погоня. Ассоциация с ЕС. Будзе? Я ўвогуле супраць нейкіх геапалітычных напрамкаў. Ці з Европы, ці з Расіі. Сябраваць трэба з усімі, але быць самімі па сабе. Мы сустрэліся пад словы «метал у кожны дом». Прэзідэнт Таболіч, у кожным доме, у кожнай сям'і павінна быць запіс зніча, не штраф. Как это был мем. Знищ у кожную хату, не, знищ по всей республике и рутвится. Это, не, ну это ж таки прикол. И, Стёп, конечно, ну, повинна быть альтернатива сама по себе, але, ну, там, ведаешь, я ж не диктатор, який повинен это... Пытанне люстрацыі актуальнае для Таболіча? Я, ведаеш, вот тебе могу адразу сказать, я не ведаю, каго люстрацыі займацца, як кажуць. Так это тое ж самае, калі нам казаць, мы удзельнічалі ў выборах, так трэба і мяне люстрацыю эту зрабіць, потому что я типа там поддерживаю этот режим, да? Нет, нифига. А ты своим удзелам падтрымліваеш режим? А я, вот меня учора, до речі, спытал один там беларускі такі патрыёт, кажа: "Вось ты пошел на выборы, это ты падтрымліваеш режим". Я кажу, это нифига. Моя позиция, ну, такая, удзельничать и менять стереотипы. Потому что можно сидеть, я же закажу, можно годами, десятигоддзямі просто сидеть и ничего не робить. Я не иду супраць кагосьці, а я иду перш-наперш с нейкай сваёй инициативой и позицией. Я хочу, как у нас не все дрэннае у дзяржаве
бачили. Потому что дрэнного у нас, конечно, хапае. Але яшчэ і бачили прыгожае. Тое, што ёсць культура. Таболіч прэзідэнт, першае, што ты робіш? Ну, приеду на Еврорадыё і з тобой пра гэта паразмаўляю. Это першае. Вот лови на слове. Это калі мне так атрымаецца. Приеду, вот мы сядзем вот так само, возьмем, может быть, кавы и чарку и каву, можно так сказать. Вот и отзначим эту подею на Еврорадыё. Потому что это, ну, ты пытание прикольное сказал, клевое. Вот. И я думаю, что вот это первое, что зроблю. Першы афіцыйны візіт прэзідэнта Таболіча куды, у якую краіну? Калі уже казаць так конкретно, я бы поехал, я думаю, до Зеленского. Ведаешь, так вот показать, что вот у нас еще есть альтернатива. Ты комик, и я комик. Привет. Ну и апошняе. Прайграў ты выборы. У палітыцы застанешься? Я застануся таким, какой я есть. То есть, то, что я роблю и буду робить, ну, конечно, было бы цікаво займаться, я кажу, чимось таким культурніцким. Потому что я люблю Беларусь, и у меня нема там намаганняў, ведаешь, кинуть все и что-то там нечым заниматься іншым. Колькі у тебе татух? Покажи. Здымай косуху. Зараз покажу. Ну, это вот основная, до речі, татуировка традыцыйная, беларуская. Я со своей жонкой набил калісьці там в 2008 годзе. И это вот была первая такая позиция, калі уже традыцыйная татуировка стала массовой. Якую татуіроўку зробіш сабе у выпадку выйгрыша, а якую у выпадку пройгрыша? Я думаю, ніякую. Я роблю это, ведаеш, кожную татуировку, калі на себе. Я роблю это в неким таким духовном свете. То есть я роблю это, ну, эмоційно, то есть для себе. То есть это не політичная какая-то падзея. Там, это перш-наперш что-то свое. Дякую вялікі. Знич. Александр Егорович.